было бы очень полезно и выгодно для нашей республики, если бы сейчас рядом со мной вместо Сергея Борисовича стоял министр здравоохранения Российской Федерации и говорил примерно такие же слова. Но вот пока этого у нас не получается, и та поддержка, которая сейчас нам оказывается Государственной Думой, она тоже очень много значит. Не только Государственная Дума поддерживает профильный комитет Совета Федерации, ряд сенаторов подключились к этому вопросу, но переломить ситуацию пока не удается. Люди там живут. Мы поддерживаем Арктику, и республика будет поддерживать. Мы просим одного, чтобы хотя бы та поддержка, которая идет со стороны бюджета республики, она обрела законную основу. И таким образом, передавая часть вот этих полномочий в ведение самой республики, чтобы сама республика тоже могла принимать участие на законных основаниях в финансировании этих медицинских учреждений, мы бы решили основную, принципиальную часть этой проблемы. Пока этого даже нет. А парламент республики взялся за эту проблему не из-за того, что она кажется какой-то близкой, понятной, популярной и так далее, и так далее. Там практически у нас 1/3 населения республики проживает на этой территории. Это большая часть, почти 2/3 населенных пунктов нашей республики. И людей оттуда уводить только из-за того, что мы не можем там содержать медицинское учреждение и оказывать достойную медицинскую помощь, это неправильно в корне. И парламент от своего решения и от своей позиции в этом плане не отступит. Я думаю, что и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и, наконец, в правительстве Российской Федерации придет здравый смысл и осознание того, что Комитет Государственной Думы, Комитет Совета Федерации, они правильно поддерживают, правильно продвигают этот вопрос, правильно поддерживают законодательную инициативу парламента республики. И я думаю, что здравый смысл и там преобладает. А работать дальше мы будем совместно с Государственной Думой пробивать этот вопрос. Здравый смысл-то у них есть, они просто не все понимают, наверное. Может, мы не так их убеждаем. Вот мы сегодня оттачивали аргументы. Да, есть несколько направлений деятельности по продвижению данного вопроса. Но, понимаете, если мы не внесем вот эту разрешительную часть в федеральный закон, то мы базу, в общем-то, не изменим. Вот если эта будет база принята в федеральном законодательстве, тогда открываются просторы и для оперирования федеральным фондом обязательного медицинского страхования, и для подключения республиканского бюджета и так далее, и так далее. Понимаете? Вот часть вопросов, мне кажется, что то, что говорится, может быть решено, в том числе в законодательном смысле. Мы обсуждали разные схемы, и мне кажется, что тут у нас положительная перспектива, она есть. Не все, может быть, сразу получится, но в плане того, что нормативно регулировать вот эти вопросы, разрешающие республике самой принимать в этом участие, я думаю, что здесь будет проще.